Всем привет! Вопреки всеобщему заблуждению, хищные животные чаще всего нападают на людей не из собственной кровожадности, а из инстинкта самосохранения. Это может быть вызвано вторжением человека на чужую территорию хищника или неуважительным отношением к нему. В любом случае, биологи утверждают, что у любой агрессии со стороны зверей почти всегда есть предпосылки. Однако существует и другая группа, так называемые животные-людоеды. Они, в свою очередь, нападают на человека лишь из жажды крови. Или все-таки нет? Сегодня мы расскажем вам о 8 животных, которые охотились исключительно на людей и запугивали целые поселения. И объясним, почему же так произошло. Поехали! Чампаватская тигрица. А вы знали, что из всего семейства кошачьих именно тигры чаще всего нападают на людей? Считается, что за всю историю сосуществования этого вида с человеком им было убито около 380 тысяч людей. Что ж, немалый вклад в эту цифру внесла эта кровожадная тигрица, которая охотилась на людей сначала в Непале, а затем в Индии. Все это происходило на стыке 19 и 20 века и закончилось гибелью как минимум 430 человек. Атаки тигрицы начались внезапно. В тот период странники, ходившие через джунгли, стали внезапно пропадать целыми десятками. Тогда для охоты за неизвестным чудовищем были посланы отряды солдат непальской армии. Однако поймать хищницу не удалось даже им. Животное просто перебежало с непальской на индийскую территорию. И тут начался настоящий кровавый пир. Тигрица разгуливала по местным деревушкам среди бела дня, нападая на всех подряд. Расправиться с ней удалось лишь в 1907 году известному английскому охотнику Джиму Корбету. Акулы из Нью-Джерси. Да, сегодня мы с вами знаем, что от акул, особенно белых, лучше держаться подальше. Но 100 лет назад о том, какой вред они могут нанести человеку, мало кто догадывался. Да и сами животные не давали особого повода их бояться. Все изменилось жарким летом 1916-го в Нью-Джерси, когда в результате серии нападений акул погибли 4 человека. Кстати, именно этот инцидент стал вдохновением для написания романа, а после и съемок фильма «Челюсти» легендарного Стивена Спилберга. Первой жертвой местных акул-людоедов стал Чарльз Вансент, которого океанический монстр атаковал на мелководье во время заплыва мужчины на перегонки с собственным псом. Когда несчастного вытащили на берег, оказалось, что у него разодрана вся бедренная артерия и нога. К сожалению, до больницы Чарльз так и не доехал. Вторая жертва была атакована 5 дней спустя, на этот раз значительно дальше от берега. А оставшиеся 2 и вовсе в реке недалеко от города Матаван, в 24 километрах от морского побережья. Очевидно, что здесь нападение акул и вовсе никто не ожидал. Однако они все же произошли. 2 смерти и 1 ранение. Безусловно, после всего произошедшего между 1 и 12 июля 1916 года все побережье Нью-Джерси впало в панику. Пресса далеко не сразу начала открыто писать о причастности акул к данным нападениям, чтобы не сеять еще больше волнения. К тому же в то время об опасности акул для человека почти ничего не было известно. Этих животных воспринимали как беспомощных и боязливых. Конечно же, после трагедии в Нью-Джерси отношение к акулам со стороны научного сообщества было серьезно пересмотрено. Бурый медведь из Санкэбэцу. Зверя по кличке Кисакаги язык не повернется назвать безобидным бурым мишкой. В конце 1915 года он убил аж 7 человек в японской деревне Санкэбэцу, которая находится где-то в 11 километрах от западного побережья Хоккайдо. Все началось с того, что огромный зверь проснулся от спячки и отправился в ближайшее поселение на поиски еды. Однако при виде людей он тут же сбежал. Вернувшись через 10 дней, Кисакаги столкнулся с вооруженными жителями, которые на этот раз планировали разделаться с ним раз и навсегда. Зверя подстрелили, но он остался в живых. В любом случае, после ранения он теперь сюда точно не вернется, подумали местные жители и вскоре снова забыли о гигантском медведе. Очень зря. К сожалению, через пару недель людоед снова объявился в деревне. На этот раз куда более разъяренный. Результатом его визита стала гибель жены и ребенка местного фермера. В результате всего лишь за 5 дней, с 9 по 14 декабря, Кисакаги убил аж 7 человек. Выследить его удалось лишь с помощью опытного охотника Ямамото, специально прибывшего для этого в Санкэбэцу. Жибоданский зверь.
Перед вами самый мистический герой французского фольклора, который в период с 1764 по 1767 годы расправился с как минимум 200 жертвами. Зверя, который методично истреблял жителей провинции Живодан на юге Франции, так никогда и не идентифицировали. Кто-то и вовсе считает, что это был оборотень. Все дело в том, что зверь был размером с корову, но по обличию похож на волка. У него была широкая грудь, длинный гибкий хвост с кисточкой, как у льва, вытянутая морда и острые клыки. Стоит отдельно отметить, что это чудовище не орудовало в период острой нехватки пищи. Это могло бы хотя бы каким-то образом оправдать его злодеяние. Но нет, вокруг него было полно скота. Однако зверь продолжал охотиться именно на человека. Причем свою добычу он убивал особенно изощренными способами, целясь в голову и шею. Живоданского зверя пытались истребить многие охотники, убив вместо него огромное количество местных волков. Но разделаться с ним удалось лишь в 1767 году, причем, по слухам, с помощью настоящей серебряной пули. Таким же оказался легендарный зверь. Исходя из воспоминаний поймавших его охотников, ученые полагают, что речь шла о реликтовом саблезубом тигре или ранее вымершем Эндрюсарке. Кто-то утверждает, что это и вовсе могла быть гиена или, например, азиатский лев. Почему же хищник убивал людей? По этому поводу есть не одна теория, но самая основная из них связывает нападение зверя с фигурой нелюдимого лесничего из Живодана Антуана Шастеля. Доказательств его причастности к трагедиям масса. Найденные рядом с жертвами не только звериные, но и человеческие следы, прекращение атак во время отсутствия Шастеля на своем посту, а также его мгновенное исчезновение из города после убийства зверя. Так как до этого лесничий не один год провел в Африке, есть теория, что он привез во Францию какого-то диковинного зверя, выдрессировал его и заставил уничтожать людей. Леопард из Рудра-Праяга. Еще одна кровожадная дикая кошка, леопард из индийского округа Рудра-Праяг, в период с 1918 по 1926 годы в одиночку съела по крайней мере 125 человек. Против хищника не помогали никакие меры предосторожности. В какой-то момент местные жители совсем перестали выходить из дома в темное время суток. Но леопарда и это не остановило. Он без зазрения совести проникал прямо внутрь человеческих жилищ, которые, как правило, обладали очень хрупкими стенами, зачастую сделанными из соломы. Хищника пытались поймать на протяжении нескольких лет. В него стреляли солдаты и ему устраивали засады, но все безуспешно. В итоге людоед был убит все тем же Джимом Корбеттом в 1926 году. Крокодил Густав из Бурунди. Этот легендарный самец нильского крокодила проживает в далекой африканской стране под названием Бурунди. Ему уже больше 60 лет, и своей кровожадностью он известен на весь мир. А для местных жителей Густав и вовсе приобрел почти мифическое значение. Его боятся, ему поклоняются и его называют дьяволом Бурунди. Все потому, что за свою жизнь крокодил уничтожил около 300 человек, которым не повезло оказаться у берегов реки Рузизи и озера Танганьика. Причем, как утверждают очевидцы, своих жертв Густав не ест, а просто оставляет на месте преступления. Считается, что Густав – один из самых крупных в мире крокодилов. Его длина составляет по меньшей мере 6 метров, а вес – более 1 тонны. А еще его можно легко опознать не только по гигантским размерам, но и по многочисленным шрамам от пуль по всему телу. Все эти ранения связаны, скорее всего, с многочисленными, но безрезультатными попытками людей расправиться с крокодилом-людоедом. Чем же объясняется такое кровожадное поведение? Некоторые специалисты считают, что это связано с необычными габаритами животного. Вполне возможно, что они не позволяют ему охотиться на типичную для его вида добычу вроде крупных рыб или антилоп, из-за чего Густаву приходится выбирать себе в жертву более крупных млекопитающих. В это число входят даже бегемоты, с которыми крокодилы обычно предпочитают не связываться. Другие же обыватели утверждают, что любовь Густава к человечине объясняется тем, что на протяжении многих лет беспрерывных гражданских войн на территории Бурунди он был вынужден питаться телами, которые местные просто-напросто сбрасывали в местные водоемы. В любом случае, на поимку Густава уже отправили и отряды исследователей, и журналистов. Но все безуспешно. По словам местных жителей, крокодил все еще здравствует и продолжает свою безжалостную охоту на крупную добычу. Львы-людоеды из Цава.
Да, львы – это воинственные и сильные короли джунглей, но нападать на человека без причины для них не характерно. Однако бывают и исключения. Эти два хищника, по разным данным, убили от 28 до 135 человек и получили прозвище «львы-людоеды». Они орудовали в конце 19 века на территории нынешней Кении, в районе реки Цава. Жертвами в основной массе становились рабочие, которые в тот период времени занимались строительством моста через этот водоем. Животные действовали хитро. Они дожидались, пока рабочие разойдутся по палаткам после сложного трудового дня и уснут, и тогда нападали на беззащитных жертв. Спустя несколько месяцев страха и паники оба льва все-таки были застрелены. После того, как животные были доставлены в Музей естественной истории в Чикаго, ученые из разных частей мира начали подробное изучение их тел. В результате анализа поведения и организма львов-людоедов были сделаны некоторые предположения насчет причин их агрессивности: недостаток обычной пищи вроде крупного рогатого скота и проблемы с зубами и челюстями. Львы Ньомбе. Как правило, здоровые львы в адекватных условиях проживания питаются антилопами, зебрами и другими травоядными, изредка нападая на жирафов или слонов. Однако в отдельных случаях все может измениться. Пожалуй, самый страшный подобный случай произошел в Танзании в 1932 году. Тогда львиный прайд из более чем 2 десятков хищников уничтожил около 1500 представителей местного племени Ньомбе. Местные даже придумали легенду о том, что прайдом якобы управляет некий шаман, который решил натравить львов на жителей поселения. Однако причины такого поведения куда более прозаичны. По заключению врачей, которые изучали тела львов после их убийства охотником Джорджем Рашби, многие львы-людоеды страдали проблемами с зубами. Именно тот факт, что они физически не могли поймать более прыткую добычу, скорее всего и объясняет их гастрономические наклонности.